Экспериментальная постановка в театре юного зрителя. Драматические актеры забыли о словах и решили показать тонкости любовных отношений с помощью танца. Московский режиссер Владимир Беляйкин поставил в Чебоксарах пластический спектакль «Любовь и ненависть». Премьера уже завтра. Для Чувашского театра это первый такой опыт. Каким он получился и насколько сложно далось актерам перевоплощение в танцоров, узнавала Наталья Егорова. Без привычных диалогов и монологов, только жесты, мимика и язык тела. На первый взгляд, бродвейский мюзикл. Такая ассоциация не случайно, признается режиссер Владимир Беляйкин. И действительно, в готовящейся премьере чувствуется настроение знаменитых американских представлений. Но не это главное. Чувства, любовь, страсть, ненависть, ревность. Здесь у нас целая палитра различных отношений между мужчиной и женщиной. От комических, трагических, драматических, фарсовых. Ну, как и в жизни, да, очень богатая полифоническая такая система отношений между мужчиной и женщиной. Владимир Беляйкин написал и либретто к спектаклю, и продумал музыкальное оформление. Его пластические постановки идут и в других регионах. Но специально для нашего театра он придумал историю, в которой появляются персонажи из Чувашии. И национальные мотивы пронизывают всю пьесу. Там есть у нас история слепых, двух слепых, которые в Париже встретились, слепые, но оказались, она поет на английском, он на французском, оказалось, что они чуваши. Не бывает актеров не танцующих, уверен Владимир Беляйкин. Раз уж они способны перевоплотиться в любых персонажей, то и передать чувства языком тела тоже смогут. Хотя дело это и непростое, признаются актеры. К репетициям приступили еще весной. Владимир Васильевич Беляйкин так захватил нас своим вдохновением, своими идеями. Мы очень рады. Театр обогащается совсем другим воздухом. Где-то нам приходилось ломать себя, переучивать себя. Какие-то видеоролики, может быть, смотреть или наблюдать за людьми, все переучивали, как будто бы, знаете, первый курс актерского мастерства. Спектакль сложен из танцев самых разных направлений, от классики до модерна. «Страстное танго» впервые пришлось разучивать актрисе Венере Пайгильдиной. Это бесценный опыт для любого актера, уверена заслуженная артистка Чувашии Венера Пайгильдина. Но и в образе роковой женщины побывать просто приятно. Возможно примерить это платье, да, не только чувашское, а танцуем танго, что такое аргентинское, танцуем немножко классическое, что-то классическое, это поза, это манера, это здорово. А самое главное, потом, когда, к сожалению, режиссер уедет, нам нужно это все сохранить. Сохранить эту планку нельзя опускать. Репетиции позади. Теперь режиссеры и актеры ТЮЗа с нетерпением ждут премьеры, чтобы почувствовать реакцию зрителей на необычную постановку нашего театра. Наталья Егорова, Семен Антонов, Вести Чувашия.